Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. Гость в нашей студии сегодня – социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Республике Башкортостан, ветеран специальной военной операции Олег Фанисович Муфтахуддинов. Приветствуем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, прежде чем стать социальным координатором, у вас были тяжелейшие бои. И в последнем, одним из них, вы потеряли руку, так же, как и я. Расскажите, как вот это произошло? Когда началась специальная военная операция в 2022 году, до мобилизации я не стал дожидаться мобилизации и решил стать на защиту нашей Родины и подписал контракт в качестве добровольца с частной военной компанией «Вагнер». И стал на защиту нашей Родины. Во время штурма, так получилось, что во время штурма под Бахмут, называется Бахмутской мясорубки, где я участвовал, нашу группу накрыла миной, так называемая польская мина, ее не слышно, вследствие чего я потерял руку. Если возвращаясь к событиям того дня, вам удалось самому себе наложить жгут? Кто-то рядом из товарищей был с вами? Да, со мной были мои боевые товарищи. Они мне и наложили жгут, сделали укол обезболивающий в ногу. То есть и сразу же меня... Эвакуировали? Да, группа эвакуации сразу нас вытащила. Но это все, к сожалению, тоже было под обстрелами. Некоторые ребята, пока выносили меня, тоже получили тяжелые ранения. А что в тот раз помогло вам выжить? Может быть, вы человек верующий, может быть, у вас был какой-то ритуал перед боем? Я человек верующий, и вот до нас доходили письма детей со школы, и такое одно письмо, оно у меня было всегда со мной в кармашке. Там была одна девочка из города Кульмертау. Она написала письмо, и так получилось, что она попала именно мне, и я его всегда носил с собой. Я считаю, что как раз-таки это письмо меня и оберегало. Как ангел-хранитель? Как ангел-хранитель, все верно. Потом после ранения что было дальше? Госпиталь, реабилитация? Да, все верно. К сожалению, впоследствии руку сохранить не удалось. Это было в Луганске, и меня там ампутировали. Далее Ростов, Питер, реабилитация. Потом уже по возвращении сюда я вернулся уже на, так сказать, на местной медицине. Здесь проходил полную реабилитацию, восстановление. Меня поддержали мои родственники, родители, мои друзья. То есть, когда есть люди, когда есть поддержка из твоих родных и близких, это всегда проще, это очень сильно помогает и мотивирует. Безусловно, намного легче, да, когда родные, близкие, друзья тебя поддерживают, и фантомных болей меньше, и как будто и без ранений, как будто уже и жил с одной рукой, все верно? Да, сейчас фантомных болей у меня практически уже не осталось. Как бы полностью переиграл себя уже на то, что я с одной рукой. Сейчас мне это не мешает в повседневной жизни, только в некоторых каких-то маленьких моментах, но это не страшно. Самое главное, что есть позитивный настрой, что есть близкие, родные, которые поддерживают, так ведь? А как получилось так, что вы стали социальным координатором фонда? Я обратился за помощью в фонд «Защитники Отечества». Они мне помогли, психологические, юридические вопросы решили. За помощью социальной меры поддержки для участников СВО, членов семей. И обратился с вопросом по трудоустройству. По всем вопросам они меня проконсультировали, помогли, социальные координаторы меня поддержали полностью. Заполнили бланки на выдачу удостоверения ветерана боевых действий. И там наш сотрудник предложил работу. Не хотели бы вы поработать у нас с социальным координатором, так как у вас есть стаж, опыт работы с людьми? Я сразу сказал «да», прошел подготовку, заполнил все документы, и теперь вот я являюсь сотрудником фонда «Защитники Отечества» в команде Кульсариной Гульнур Гульнуровны. Сейчас вот как раз-таки на данный момент уже мы помогаем непосредственно в тылу родного дома. Все обратились в фонд участники СВО, членов семей. И не только они, а кому нужна помощь, реабилитация, поддержка. Мы во всем содействуем и помогаем по всем социальным мерам. А что входит в ваши обязанности в фонде? Моя обязанность как социального координатора – это полностью курировать людей, которые за мной прикреплены. За мной прикреплен Ленинский район города Уфы и, в частности, бойцы из частной военной компании «Вагнер». Я и их курирую и помогаю на протяжении всех их интересующих вопросов. То есть это также, опять же, социальные меры поддержки, которые положены участникам СВО, членам их семей. Это санаторный курорт лечения, сопровождение по всей трудовой деятельности от момента начала вопроса до закрытия этого вопроса. Также мы приглашаем на все мероприятия наших участников, чтобы они не думали, что они одни, что мы их поддерживаем, мы их помогаем. И матерей погибших, так сказать, наших бойцов мы стараемся увозить. И они с нами принимают участие во многих разных мероприятиях.
Ну, что республика не оставила наших ветеранов, что мы ходим на мероприятия. Это все замечательно. Да, это как раз-таки отдельно хотелось выразить благодарность нашему главе республики Башкортостан Раиду Фаритовичу Хабирову за его поддержку. Он действительно вносит большой вклад для участников, членов семей. Мы ему за это очень сильно благодарны. Вот как раз-таки получилось некоторым нашим участникам. На 2 августа мы ездили в парк «Патриот». И Раид Фаритович побеседовал там практически с каждым. Все остались довольны, за это ему спасибо. Его поддержка чувствуется для участников, и в частности инвалидов. Это очень сильно тоже мотивирует и помогает. У нас в целом весь Башкортостан с первых дней СВО взял такую активную позицию именно по помощи СВО и всем участникам, членам их семей. И у нас очень большое количество мер поддержки действует. Олег, вот «Защитники Отечества» — это региональный филиал фонда, который был создан по поручению президента России Владимира Путина. На какие основные направления работы фонда можете отметить? Это юридическая помощь, медицинская помощь, реабилитация, это протезирование, это психологическая помощь. Вот эти, наверное, 3 самых таких направления, которые мы можем помочь и помогаем нашим сотрудникам. Также мы составляем акты и документы во всех направлениях для дальнейшего, чтобы у каждого участника, у каждого обратившегося в фонд была своя поддержка, и у каждого прикреплен свой социальный координатор, который ежедневно, круглосуточно может ответить на любой вопрос и сопроводить его по каждому моменту. А с какими вопросами чаще всего обращаются в Госфонд? Множество вопросов поступает о денежном удовольствии, это выплаты за ранения или выплаты за госнаграды и выдача удостоверения ветерана боевых действий. Сейчас у нас приходит очень большое количество еженедельно удостоверений ветеранов боевых действий, и участники частной компании «Вагнер», они их получают, мы в торжественной обстановке их выдаем. А также по выплатам, все выплаты приходят, мы направляем, у кого какие вопросы мы направляем, смотря, командиру части, в какой части он уходил, запросы делаем в военкоматы, нам приходят ответы, и все эти моменты решаются, но на месте как бы это все не стоит, это все работает. Олег, мы знаем, что наш филиал «Защитники Отечества» работает с секцией по метанию ножей, которая недавно открылась в Уфе для участников СВО. И мы знаем, что вы один из активных посетителей этой секции, да? Да, после участия в СВО я открыл себе новые, так сказать, моменты. И теперь я являюсь членом сборной Республики Башкортостан по спортивному метанию ножей. Это клуб «Берсерк». Там я занимаюсь чуть более полугода. Вот съездил на свои первые соревнования в город Самару на всероссийские с поражением опорно-двигательного аппарата люди, там спортсмены участвовали. Занял там 3-е место на дистанции 5 метров. Это мое первое достижение в этом данном виде спорта. Есть к чему стремиться, будем работать. И мы привлекаем, я лично сам даже привлекаю наших ребят, участников СВО, также в особенности инвалидов, чтобы они отвлекались занятием спортом. Это отвлекает, это мотивирует, это дает подумать, расслабиться. Тренировки — это всегда хорошо. Это, во-первых, здоровье, во-вторых, это мотивация для самого себя, есть к чему стремиться. А в Самаре на соревнованиях сложно было? Много было соперников? Было порядка 10 регионов, представителей. Так получилось, что от нашего региона был единственный я. Это было, спасибо организаторам, было очень хорошее мероприятие. Люди, спортсмены остались довольны. Я лично тоже остался довольным и доволен своим результатом, в принципе. Ну, вы так, в общем, активно занимаетесь спортом, и мы знаем, что вообще в планах есть в республике создать такую паралимпийскую сборную. Вот на ваш взгляд, насколько это реально? Много желающих заниматься спортом? Как вот откликаются те участники СВО, которых вы тоже приглашаете в секцию? Да, абсолютно верно. Сейчас мы собираемся организовать команду Республики Башкортостан по спортивным метанию ножей. Этот вопрос не стоит на месте. Люди начинают интересоваться, начинают узнавать об этом виде спорта. И мы привлекаем, в частности, участников СВО, ветеранов, для занятия спортивным метанием ножей. Они уже начинают ходить, посещать тренировки. Это им нравится. И я думаю, мы соберем сборную, сильную сборную нашей республики и будем выезжать и занимать лучшие места. Но вот те, кто хочет вступить в ваши ряды, кто смотрит сейчас наш эфир, куда им обращаться для того, чтобы в эту секцию ходить? Обращайтесь ко мне. А где вас найти? В фонде? Да, в основном я сижу, работаю на Мингажева 107, фонд «Защитники Отечества», либо же клуб «Берсерк», это находится напротив Акбузата, в Октябрьском рынке, там на 1-м этаже. Ну, там все это лучше через меня, с тренером познакомлю, это все бесплатно всем нам.
тренировки абсолютно бесплатно, выездные соревнования, все бесплатно, это все спонсируется. Мы делаем все это для достижения одних целей и задач. На ваш взгляд, какие дополнительно нужно создать условия для наших ветеранов, чтобы они побыстрее адаптировались к мирной жизни? Ну, сейчас наши ветераны, те, кто возвращается вот с такими тяжелыми ранениями, для них есть специальные протезы, это спортивные протезы, которые позволяют им заниматься спортом любым, это плавание или бег. Ну, считаю, то, что у нас, наша республика на месте не стоит, это все продвигается. Ну, какие? Просто сами люди, мы должны давать им поддержку и направлять их на правильное русло, так сказать. Если они будут чувствовать от нас поддержку, они будут заниматься непосредственно своим каким-то любимым делом. Для этого как бы и создан фонд для поддержки, чтобы мы направляли их и курировали. В этом плане все двигается хорошо, люди стараются, люди возвращаются в свои рабочие места, кто-то где работал, либо открывать себе что-то новое. Как бы так, наверное. Как получилось у вас, да, что вот теперь секция по метанию ножей? Да, теперь есть секция по метанию ножей, и теперь социальный координатор фонда «Защитники Отечества». Я свою работу очень люблю, я действительно знаю, что мы помогаем людям, потому что в фонде работают неравнодушные люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Большое спасибо за интервью, что сегодня пришли к нам в студию. Желаем успехов в вашей работе и новых спортивных достижений. Вам спасибо за приглашение, мне было очень приятно. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем», о том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.